Дубль 2. Мы приехали. Давай. Мы приехали в лагерь «Берег Дружбы». Здесь проходит одноименный фестиваль авторской песни «Берег Дружбы». Вот это главная сцена фестиваля. И завтра ты будешь петь песню. Послезавтра мы будем петь. Мы завтра будем же петь жюри песни. будет петь, да. Так, значит, в общем, это наш первый день, вечер, точнее уже ночь. Сидим в нашем лагере и готовимся к завтрашнему открытию. Просто поем песни. Итак, у нас сегодня первый день. Как мы находимся? Сегодня у нас открытие фестиваля «Берег Дружбы». Вот этот наш корпус, как я называю, первая линия около моря, потому что мы находимся на реке Алдан. И сейчас мы идем, кстати, у нас еще бассейн есть. Сейчас мы идем в столовую на завтрак. Собака? Собака нас не слышит. Такая территория лагеря. Здесь обрабатывают территорию от комаров, мошкары, поэтому можно спокойно ходить раздетыми. Да. Вот тоже люди репетируют. Сегодня будет открытие, завтра сам конкурс. Вот такой у нас корпус, где мы живем. Здесь одна комната. Вот здесь наша комната. Вот это вот. Здесь общая комната. Так, но сегодня будет заезд, поэтому пока койки пустые. Только раз, два, три, четыре на 10 мест. Обеденная зона. Есть чайник, дают воду. Вот таких комнат, по-моему, 4. А это вот тоже двухместки. Выходим из корпуса и попадаем сразу на берег Алдана. Здесь пляж тоже каменистый, но есть камни такие нормальные, крупные и не острые. Ходить можно нормально. Потому что, например, в той же самой Грузии, там же галечный пляж, и ходить было просто невозможно. А здесь все адекватно, хорошо. Играют на гитаре, купаются. Здесь очень красиво, просто нереально красиво. Сегодня первый день открытия. Тут уже готовятся к встрече участников. Смотрите, какие тут девушки красивые. Здравствуйте. Здравствуйте. Держи. Да давай, я буду. Здравствуйте, живем в Якутии, ничего не знаем. Ага. Мы с Куранаха, с Нижнего. Вот тут девочки пробуют оладьи, пьют кумыс. Очень все вкусно и красиво. А вот и фестиваль продлится 3 дня. Пятница, суббота, воскресенье. Сегодня официальная часть, открытие, отборочные, смотры, концерт жюри. Вот план лагеря «Берег Дружбы», где мы находимся. Там от Алданского улуса. Завтра уже будут тоже там полуфиналы. Весь день. И воскресенье, финал, награждение и концерт. Вот такая территория лагеря. Очень высокие деревья, очень жарко. Это очень хорошо. Сейчас у нас, по-моему, часа где-то 3. На территории лагеря начинают готовиться. Вечером будет церемония открытия. И народ уже начинает приезжать. Ну, это, видимо, для приезжающих. Встречает смайлик какой-то. Тут что-то написано. Написано смайлик. Смайлыш.
Смайли. Смайл. Начинаются репетиции, и сейчас я иду снимать нашу команду. Собственно, почему мы сюда приехали на фестиваль «Берег дружбы», потому что наши друзья участвуют в 2 номинациях, и мы приехали их поддержать. Перед репетицией вот так вот готовятся наши участники. Очень весело. Да, Альберт? Да, конечно. Здесь уже готовят. Вон там дальше пройду, покажу. Вот всякие развлечения. Здесь очень мило, мне очень нравится. Прям такое погружение в детство. Ухо Бога. Санчо бежит. Идеальный слушатель. Книга «Жлоб». Книга для жалоб. Слушай, это же шашлыком пахнет. Короче, я не буду снимать, я пойду есть шашлыки. Поэтому вот, Юля, поэтому ты не топовый блогер, блин. Ты какой-то топовый блогер. Ты делаешь все наоборот. Я делаю то, что приятно для моего желудка. О, сценка, пойду-ка шашлыком. Ой, смотри, это же листик. Еда. Вот, Это бревнышко. это листик. Ой, ну запах очень вкусный. Вот Я- опять никого нет. Опять говорят, давай визитку. А вы единственный, кто будет репетировать? В прошлом году была та же самая фигня. Пошли исполним визитку. Ну ведь никого нет. Но мы же исполняем визитку потому что надо исполнить визитку. Ты ведь понимаешь, что потом все это будут смотреть на ютубе? Ой, давайте туда твою голову сделаем и сфотографируем. Не надо мою голову туда, где там кисуня какая-то. Ты не хочешь с кисуней? Хочу с кисуней. Не люблю кисуню. Что нельзя публиковать в интернете? Про то, что я не люблю кисуню. Иначе никто слушать не будет. Конечно. А Как чё, можно если доверять я- человеку, который кошек не любит вообще? Я их ненавижу. Кого? Людей или Я кошек? ненавижу кошек. Но людей тоже некоторых иногда бывает. Да нет, я на самом деле очень добрая. Пожарная машина, знаешь зачем? Если бы рельсы могли говорить, они, конечно, нам растучали, как было непросто их проложить, чтобы умчаться в счастливые дали. Если бы рельсы, если бы рельсы могли говорить, если бы сосны могли говорить, они, конечно, нам нашептали, как песни чудесные здесь до зари, так шум ветвей у костра звучали. Если бы сосны, если бы сосны могли говорить. Так, все-таки я убедила мальчиков, что нам нужно пойти на запах еды. Я сегодня съел уже очень вкусный доширак ровно час назад. Кстати, Поэтому вот мне я пока тоже. шашлык так, ну, для интересов. Как можно доширак есть? Вот, Альберт, скажи мне, ты ешь доширак? Конечно. Еда Бога. Слушай, так мальчик, который хорошо поет, не имеет у права нас есть Гоша доширак. говорит так же, еда богов. Короче, значит, что-то в этом есть. В этом нет ничего. Так, Вон там, видишь, нужно цену узнать. шашлык делают. Здравствуйте. Мы пришли к вам на запах узнавать, что сколько стоит. 150 рублей. Я же тебе говорю. Да, с луком. Ой-ой-ой. Кто вы такие? Кто вы такие? Зачем вы сюда пришли? Что вы Вот хотите, это говорите? выпечка еще. Что вы пришли, я уже знаю, а? Ну, можете по телефону мне помочь? Нет, мобильный бабушки. Какая красота. На запах специально пришли. Родным повеяло, короче, да? Запахом Грузии. Что ты еще умного скажешь? Я думаю, там везде так пахнет. Пошли. Церемония открытия и зажжения кострища. Это очень красиво. Принесли огонь. И сейчас начнется.
Ребята, это очень просто круто. Шикарно просто. Еще квадрокоптер наверху. Подожгли. Вот ребята из Ненги приехали. Причем Инна, она из Казахстана. Давным-давно пошли. Рашид, привет. Ой, Дима-то подгорел. Я просто дырок наделать в искусственной ткани. Это же очень быстро. Ты на самом главном человек. Мне сейчас попалится все. Ин, Да. что можете сказать про открытие данного фестиваля? Ой, он каждый год вообще просто суперский. Какие впечатления? Ой, знаешь, как будто вот как родные такие. Как к себе домой. Душой отдыхать сюда.